Я Гундарев Анатолий Михайлович, работаю в Намском техникуме преподавателем. В этом году исполнилось 47 лет, я здесь работаю с 1977 года. Ну, практически вот наш поселок в этом году затопило. Ну, последний раз большая вода у нас была в 2010 году. Вот тогда тоже много утонуло. Но сейчас, как говорят, статистика, этот век будет век наводнений. И вот мы уже это испытали на себе. Наш поселок практически весь ушел под воду. Вот у меня, скажем, Советская 14, значит, здесь на уровень, 95 снаружи, а внутри, значит, 75. А если, значит, свыше 70%, там, значит, считается полный материальный ущерб. Ну вот что мне бы хотелось сказать, вот и про поселок, и про наш коллектив. Значит, вот, включая нашу администрацию, вот, значит, там Юрий Накинчик, это самая намская администрация, значит, Иван Дмитриевич и наш директор Негрусан Михайлович. Вот, они, вот, сплотились, как-то план работы у них был, значит, показаний помощи, вот, они подключили все силы. И вот, значит, вплоть до, значит, оформления бумаг, у нас и МФЦ работала, и сейчас еще работает, вот, значит, оформляет там заявление. Вот, у нас тут и МЧС было, и медицинская помощь, ну вот, на любой случай жизни, вот наши руководители так, значит, это обеспечили нас. Ну, конечно, кто-то, может, там чуть больше спас, кто-то чуть меньше. Я вот, например, успокоился, нам сказали там 19, по-моему, да, значит, ну, что все вроде нормально. Ну вот, мы как-то перестали поднимать. Вот она потом сразу вот оттуда вода пришла резко, вот. И мы вот в кладовках ничего не успели вот поднять. Вот. Ну и сейчас вот, например, у нас учебный процесс же идет, квалификационные экзамены. Вот, а тут, скажем, например, надо отчеты делать там. И вот сейчас маленькая проблема, потому что тут отчет есть, там, значит, своевременность. И вот, значит, сегодня дня я приступлю тоже, например, да. Значит, вот там буду и отчеты делать, и все. Ну, к сожалению, мне вот не получилось дежурить. Ну, люди понимают, там, администрация моя, что у меня тут и семья, тут, я не могу. Вот даже пес, например, у меня вот с нами, с дочкой, она учится в 9 классе. Вот она, если бы не она, я не знаю, что, было бы очень тяжело. Ну, когда помоложе был, там я сам справлялся. Вот, а тут сейчас, и детей побольше, вот, и вещей побольше, и всего побольше, вот. Ну, конечно, ущерб там нанесен. Вот, например, там вот еще одну кровать мы занесли, да, значит, пока вот она уже высохла, вон там, кровать, ага. Значит, вот поролон там, он быстро высыхает, оказывается. Ну, по крайней мере, одна уже кровать уже высохла, и так далее, там, вот, ага. А где прятались во время наводнения? Да, вот у меня моторная лодка, например, есть, да, Казанка. Она с мотором, но проблема с бензином там и так далее, вот, поэтому мы ездили на веслах. Я, дочка, вот, и вот там, у меня баня есть, да, ну, можно подойти там. Мы там на крыше, да, с дочкой, лодка под низом. Значит, полная гарантия безопасности. Вот. У меня всю дочку хотели отправить туда. Она сказала, я от папы никуда не уйду, я его одного не оставлю, Ну вот, ну, так, школа тоже, они молодцы, они переживают за студентов. Но я дочку не смог убедить, вот, но администрация меня поняла. Потому что сейчас, вот если я остался один, тут, ну что бы, по крайней мере. Хорошо, вот электрикам спасибо, газ, да, ну, газовики, электричество, да, они, все наводнение электричества у нас было. Вот благодаря этому, хоть можно было, ну, когда вода большая была, есть газовая горелка, вот эта такая, чик-чик, да, вот мы там банку тушенки съешь, туда воды нальешь, там как чай пьешь, с дочкой по переменке. Ну, вот такие условия. А так я не жалуюсь, значит, ну, говорят, что ты каждый раз так мучаешься? Это дом, я тут родился, вырос, это мой дом, моя родина. Отучился, армию служу, сюда пришел. И сейчас уже много лет отработал, так вот. Вот в этом году 47-й год, 47 лет отработал. Вот наши руководители меня всегда поддерживают, администрация, сам коллектив не так. Если у меня там что-то не получается, они мне всегда поддерживают, вот, да. И наша администрация, вот, значит, кроме техникума, там, вот Иван Дмитриевич, вот Юрий Накинчевич.
Ну, наше министерство, нас, само собой, вот даже Михаил Юрьевич приезжал, я говорю, вы меня помните, мне там награду вручали? Он говорит, да, конечно, помню. А Нургулсан Михайлович говорит, короче, так, да, говорит, тут Гундарева так это самое помнит, конечно, много лет уже работает. Я извиняюсь, там, короче. Так, ну вот, сейчас мы восстанавливаемся, короче, там в доме 2 комнаты убрали, вот, ну и вот постоянно приезжают волонтеры, значит, вся республика нам помогает, короче, вот. Вот в частности даже вот это вот событие, например, да, Малая академия наук, короче, да, вот это самое, привезли материальную помощь, короче, я тоже им благодарен, значит, вот, и это... Очень благодарен, потому что я, конечно, с голоду не умираю, но когда люди тебе, короче, оказывают внимание, да, вот это большое дело. Потому что я отработал всю жизнь, сейчас сколько мне Бог даст, короче. Мои родители тоже тут похоронены, это самое, в Намсах. Вот, но я не хочу умирать, конечно, но я еще буду ребят учить. Вы знаете, какая ситуация интересная? Я, например, вот сейчас приходят дети тех ребят, девчонок, которые у меня учились. И говорят, там мама или папа передают, говорит, Антон Михайлович, привет вам, короче. Ну, вот так вот. Ну, а в заключение мне бы хотелось сказать, конечно, вот это самое сейчас, весь поселок, там вот мусору много скопилось, вот. Это большая техника, там нам помощь оказывает, значит, вот. Ребята, волонтеры там отовсюду, короче, все по чесноку работает, вот. Мы тоже благодарны, потому что чем чище поселок, значит, вот, и жить легче, и работать легче. Спасибо за внимание.